Бисмилля, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах. Доброе утро, дорогие друзья! Осталось мало времени до наступления благочестивого месяца Рамадана, месяца милости и прощения. Что касается наблюдения начала месяца Рамадан, вечером накануне 30 числа месяца Шаабана является обязательным, так как обязанность поста определяется в одном из двух случаев. Первое. Видение молодого месяца, начала месяца Рамадан, вечер накануне 30 числа Шаабана. Второе. Завершение месяца Шаабана 30 числом в соответствии со словами пророка Мухаммада мир ему. Держите пост, когда увидите молодой месяц Рамадан, а если не смогли его увидеть, то вы считайте в завершение месяца Шаабана 30 днем и прекращайте пост, когда увидите молодой месяц Шавваль. Передали имам Аль-Бухари, Муслим и другие. Нельзя опираться в определении Рамадана на слова тех, которые определяют по расчетам или астрологии. Сказал посланник Аллаха: мы не основываемся, определяя месяц по расчету, так как лунный месяц может быть 29 или 30 дней. То есть Аллах Всевышний повелел нам определять месяц по расчету, а по наблюдению. Поэтому после захода солнца 29 числа месяца Шаабан мы наблюдаем за новой луной. Если ее не было, то продолжаем Шаабан 30 днем. Существуют два следующих предписания поста. Первое. Намерение, его место в сердце постящегося. Ему не обязательно говорить о своем намерении вслух. Оно должно возникнуть в его сердце с заходом солнца и до рассвета дня поста в любое время этого периода. И так далее. Для каждого дня месяца Рамадан нужно отдельное намерение. Ученые посчитали, что полным намерением является следующее. Я намерен держать пост завтрашнего дня месяца Рамадан этого года в соответствии с верой и искренностью ради Аллаха, надеясь получить вознаграждение. Второе. Отказ от любых разговений. Разговениями является принятие пищи и питья, а также всего, что имеет объем, даже незначительный, и может попасть в организм через любое естественное отверстие, рот, нос и так далее, в период от рассвета до захода солнца. Если человек пил воду или ел, даже в больших количествах, забыв, что он соблюдает пост, то его пост не нарушается. Пророк Мухаммад мир ему сказал: кто при соблюдении поста, забыв о нем, ел или пил, пусть продолжит свой пост. Аллах дарил ему еду и питье. Передал Аль-Бухари. Пост нарушается, если человек вызывает у себя рвоту при помощи пальца или какого-либо другого предмета, даже если при этом ничего не попало вовнутрь организма. Если рвота произошла независимо от воли человека, и при этом он ничего не проглотил, то его пост не нарушается. Однако он обязан очистить рот и от нечистой слюны. Пророк Мухаммад мир ему сказал: кого во время поста вырвало не по его воле, то его пост сохраняется, и за ним нет долга, а тот, кто вызвал у себя рвоту, обязан исполнить долг. Передал Аль-Хаким. Совершение полового акта во время поста, то есть днем, является причиной нарушения поста. Напоминаю вам о том, что передал Абу Хурейра от посланника Аллаха. Каждая милостыня или благодеяние мусульманина, равное 10, может достичь 700 и засчитывается ее пользу, кроме поста, в соблюдении которого Аллах обещал особое вознаграждение, так как при этом человек воздерживается от своей похоти и еды ради Аллаха. У постящегося есть две радости. Одна при разговении после поста, а вторая, когда увидит то вознаграждение, которое Аллах дарует ему за это. Прошу Аллаха за себя и за вас видеть две эти радости. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.